Уважаемые судьи, есть вопросы к Ракелю Джумалевичу? Самат Кыштубекович, вы успели сформулировать свою позицию по увеличенному объему требований обращающей стороны? Да. Присаживайтесь. Слово для выступления предоставляется обращающей стороне Айткуловой Крамидина Назирович. Прошу пройти к трибуне. Микрофон включите. Как известно, вот после событий 7 апреля 2010 года Бакиев Курумбек Салиевич, интерес которого я сейчас представляю, был вынужден подать в отставку с поста президента Кыргызской республики. 15 апреля 2010 года он выехал из Кыргызской республики и прибыл в Республику Беларусь, где получил политическое убежище и проживает по настоящее время. Период пребывания Бакиева в Республике Беларусь... Я прошу прощения, это микрофон наклоните в свою сторону. И я прошу всех быть внимательными. Ведется стенограмма. И для того, чтобы запись была более ясная и четкая, необходимо, чтобы вы следили за включением вовремя микрофонов и направлением тоже. Пожалуйста, продолжайте. Период пребывания Бакиева Курумбека Салиевича в Республике Беларусь, данная информация не скрывалась и была известна правоохранительным органам Кыргызской Республики, в отношении Бакиева осуществлялось расследование по ряду уголовных дел. Согласно информации Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, в отношении экс-президента Кыргызской Республики Бакиева Курумбека Салиевича расследовались ряд уголовных дел, которые были окончены с обвинительным актом и направлены в суд. Вот Генеральной прокуратуры были направлены 3 уголовных дела. Я тут привожу номера. 206-13-31, 150. Это не обязательно. Были направлены в суд. Не буду перечислять номера. Так, Главным следственным управлением ГКМБ было в суд направлено дело. МВД Кыргызской Республики тоже направлялось уголовное дело. По вышеперечисленным по этим уголовным делам, которые направлены в суд, Бакиев Курумбек Салиевич приговорами судов был заочно признан виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и заочно осужден к различным длительным срокам лишения свободы. Пункт 2 статьи 100 Конституции и часть 2 статьи 296 УПК Кыргызской Республики следует отметить, что аналогичные нормы содержались и в предыдущих в бытность привлечения к уголовной ответственности Бакиева редакциях Конституции УПК. Он допускает возможность заочного вынесения обвинительных приговоров в отношении обвиняемых, которые находились за пределами Кыргызской Республики и не присутствовали в судебных разбирательствах. Решениями Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 21 февраля 2014 года и от 11 мая 2016 года была подтверждена конституционность уголовно-процессуальных норм, которые предусматривают право судов выносить заочные приговоры в отношении обвиняемых, находившихся в период судебных разбирательств за пределами Кыргызской Республики. Однако следует отметить, что хотя УПК и допускает возможность вынесения заочного приговора суда в отношении обвиняемого, но не предусматривает возможности заочно предъявлять обвиняемому вынесенное в отношении него постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления и заочно направлять в уголовное дело в отношении обвиняемых в суд. То есть выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого заочно можно, УПК это предусматривает, но заочно предъявлять обвинение такой нормы в УПК нет. Так, статья 243 УПК регулирующая предъявление обвинения, не допускает заочного предъявления последственно вынесенного в отношении его постановления о привлечении его в качестве обвиняемого. Кроме того, требования статей 251 и 253 УПК, аналогичные нормы и раньше тоже они содержались в предыдущих редакциях УПК, регулирующие действия следователя на стадии окончания следствия,
то есть при объявлении обвиняемого об окончании следствия и при ознакомлении обвиняемого с материалом уголовного дела по окончании следствия, исходит из того, что обвиняемый должен обязательно присутствовать при выполнении следователем всех этих процессуальных действий. В УПК это четко указано. Часть 1 статьи 256 УПК предписывает, что следователь вправе составлять обвинительный акт только, я цитирую эту норму, после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств. В части 1 статьи 263 УПК указано, что прокурор должен обеспечить вручение копии обвинительного акта обвиняемому и что расписка обвиняемого о получении копии обвинительного акта приобщается к уголовному делу. Если обвинительный акт составлен с нарушениями требований закона, то в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 277 и пункта 1 части 1 статьи 278 УПК по поступившему в суд уголовному делу еще до начала судебного разбирательства судья обязан возвратить уголовное дело прокурору, как указано в этой норме, в целях устранения препятствий для назначения судебного заседания. Хотя вышеуказанные законоположения статей 251, 253, 256 УПК не предусматривает возможность следователю составлять а прокурору утверждать обвинительный акт и направлять уголовное дело в суд для разрешения по существу в случаях, когда обвиняемый не находился на территории Кыргызской Республики в ходе досудебного производства. Тем не менее, уголовные дела в отношении Бакиева Курманбека Салиевича, который лично ему не предъявлялось обвинение в совершении преступления, который лично не был ознакомлен по окончанию следствия с материалом уголовного дела, они были направлены органами следствия с обвинительным актом прокурору. Бакиев Курманбек Салиевич был заочно предан суду и заочно судом осужден по всем этим делам, которые в суд направлены. Если полагать, что статьи 251, 253, 256 не противоречат и соответствуют Конституции Кыргызской Республики, то тогда следует исходить из того, что суды вправе выносить заочные приговоры в отношении только тех обвиняемых, которые лично ознакомились с материалами уголовных дел по окончании следствия, но потом покинули территорию Кыргызской Республики, скрывшись от суда, и не участвовали в судебных разбирательствах. А если обвиняемые отсутствовали в ходе досудебного производства и лично не были ознакомлены с материалом уголовного дела по окончании следствия, то суды были обязаны, выполняя, так сказать, требования Уголовно-процессуального кодекса, не назначать судебных заседаний, а возвратить уголовные дела прокурора. Однако, как я уже говорил, направленные суды в отношении Бакиева уголовные дела прокурору не возвращались, они были рассмотрены по существу и заочно вынесены обвинительные приговоры. В рамках адвокатского расследования мною были получены 20 мая 2024 года от гражданина Кыргызской Республики Аметова Тынчтыкбека Куватовича письменные пояснения. Это герой апрельской революции, он награжден специальным нагрудным знаком, вот, гражданский активист. Ну, я не буду перечислять, зачитывать все его пояснения, но хочу отметить, что яствует из пояснения Аметова. Значит, он указывает о том, что оппозиция призывала в марте 2010 года к восстанию, вследствие чего он приобрел травматический пистолет, с которым он пришел утром 7 апреля 2020 года к форуму. Также он указывает, что утром 7 апреля 2010 года, когда он пришел со своими ребятами к форуму, им раздали автоматы и гранаты и сказали, что надо штурмовать Белый дом, чтобы во что бы то ни стало взять власть. Икрамидин Азирович, Да. Нас не интересуют фактические обстоятельства дела. Мы их выслушали только для того, чтобы услышать, что послужило причиной для возникновения у вас сомнений относительно конституционности оспариваемых вами норм. Поэтому прошу говорить только о регулятивном воздействии, о том, каким образом у вас это вызывает сомнение или вашу уверенность.
в неконституционности тех норм, о которых мы говорим. Да, ну я это хотел просто говорить о том, что по закону я должен пояснить, почему нарушены права. Почему мое ходатайство основано именно на том, что были нарушены права и интересы моего лица, которого я представляю. Ну, я тогда скажу, что пояснения Аметова, они подтверждают, вот, на мой взгляд, тот факт, что уголовное дело о событиях 7 апреля 2010 года расследовалось крайне поверхностно, с явно обвинительным уклоном, с многочисленными уголовно-процессуальными нарушениями, и что оно имеет яркую политическую мотивированность, а также о том, что Бакиев Курманбек Салиевич не мог находиться во время следствия в Кыргызстане из-за угроз его личной безопасности. Полагаю, что вышеуказанное обращение Аметова вместе с другими аналогичными многочисленными публикациями, имеющимися в интернет-пространстве, вместе с ранее установленными обстоятельствами и другими материалами уголовного дела о событиях 7 апреля, в совокупности с фактом отсутствия в УПК норм, регулирующих порядок и оснований заочного направления в отношении обвиняемого уголовного дела в суд с обвинительным актом, свидетельствует о существенных нарушениях прав и законных интересов Бакиева Курманбека Салиевича, а потому я считаю, что необходимо новое объективное рассмотрение данного уголовного дела. То есть я хочу сказать, что таким образом обнаруживается неопределенность в вопросе о том, соответствует ли нормативное положение статей 243, 251, 253 и 256 УПК требованиям Конституции Кыргызской Республики в той мере, что в них отсутствует обязательное нормативное положение, предусматривающее право следственных органов предъявлять лицу обвинения в совершении преступления заочно и направлять уголовное дело в суд с обвинительным актом в отношении обвиняемого заочно. Отсутствие в УПК таких законоположений, безусловно, нарушили права и свободу Бакиева, признаваемые Конституцией Кыргызской Республики, по следующим основаниям. В части 3 статьи 59 Конституции указано, что никто не может быть задержан, заключен под стражу, лишен свободы, иначе как по решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. То есть, по смыслу данной конституционной нормы, законом должен был быть урегулирован и определены конкретные основания и порядок направления в суд уголовных дел с обвинительным актом заочно в отношении обвиняемых, которые на момент проведения следствия не находились по различным причинам на территории Кыргызской Республики. Однако в законе отсутствует даже право органа следствия направлять такие дела заочно в суд или в заочный суд для рассмотрения по существу. Тем не менее, как я уже говорил, уголовные дела были направлены в заочный суд, и он был осужден заочно к длительным срокам лишения свободы. В статье 6 основного закона указано, что Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. Конституционные законы и другие конституционные законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции. Согласно части 1 статьи 1 УПК, уголовное производство, судопроизводство на территории Кыргызской Республики осуществляется в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики. В части 3 статьи 1 УПК указано, что положения законов Кыргызской Республики, регулирующих порядок уголовного судопроизводства, подлежат применению только при условии включения их в УПК Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 23 Конституции Кыргызской Республики, права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Они признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом и судом от посягательств со стороны кого-то ни было. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов и их должностных лиц. В статье 55 Конституции указано, в Кыргызской Республике признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также вступившими в силу в установленном законодательством порядке международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика.
Частью 1 статьи 56 Конституции предписано, что государство обеспечивает права и свободы граждан в порядке, закрепленном Конституцией и законами. В соответствии с пунктом 2 статьи 100 Конституции, заочное разбирательство уголовных дел в судах не допускается, кроме случаев, предусмотренных законом. Однако, во исполнение данной конституционной нормы, никаким законом не только не регламентирован порядок заочного предъявления обвинения и заочного предания суду, но он даже не предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом либо другими законами Кыргызской Республики. Согласно части 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Однако в случае всякого отсутствия в Уголовном процессуальном кодексе регламентации порядка заочного предъявления обвинения, заочного направления уголовных дел с обвинительным актом в суд, очевидно невозможно обеспечение уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Полагаю, что УПК Кыргызской Республики должен содержать систему норм, подробно регулирующих порядок не только судебного, но и досудебного производства дел при невозможности обеспечения личного участия лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. В том числе, к примеру, я считаю необходимым вменить в обязанность следственным органам и суду удостоверяться в том, что участию обвиняемого не препятствует какие-либо обстоятельства объективного характера, например, угрожающего его жизни или здоровью. Вот, вместе с тем, в главе 33 УПК определены положения по приостановлению и возобновлению следствия. Статьей 246 установлены исчерпывающие основания, согласно которым следствие приостанавливается при наличии, ну, тут конкретно указано, это, значит, неустановленное местонахождение обвиняемого, там, тяжкое заболевание обвиняемого, неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, или когда местонахождение обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует в связи с решением вопроса о лишении обвиняемого иммунитета или выдаче иностранным государствам, его иностранным государствам, либо при направлении материала иностранным государствам для продолжения уголовного преследования. Ну, вроде как статья 246 УПК обеспечивает баланс между эффективностью расследования и защитой прав обвиняемого, позволяя следственным органам приостанавливать дело в ситуациях, когда продолжение расследования невозможно или нежелательно. К примеру, по пунктам 1 и 4 части 1 статьи 246 следственные органы предпринимают усилия для установления местонахождения обвиняемого, включая международное сотрудничество, запросы в другие органы и использование специальных служб. Приостановление следствия продолжается до момента обнаружения обвиняемого или принятия решения о дальнейших действиях, например, международная выдача. Да? Известное местонахождение обвиняемого, но невозможность его участия в деле обусловлено лишением иммунитета, выдачей иностранному государству или направлением материалов дела для продолжения расследования. В таких случаях следствие приостанавливается до принятия решения о лишении иммунитета, завершения процедуры выдачи или получения подтверждения от иностранного государства о продолжении уголовного преследования при соблюдении международных и национальных правовых норм. Таким образом, при таком положении возникает противоречие в правоприменительной практике. Почему в одних случаях при наличии оснований, предусмотренных статьей 246 УПК, следствие приостанавливается до тех пор, пока обвиняемый не будет доставлен в компетентные органы по месту расследования дела, а в других случаях применяется заочное предъявление обвинения и последующее осуждение без участия обвиняемого в судебном разбирательстве. И это, несомненно, вызывает вопросы о соблюдении принципов равенства и справедливости на стадии досудебного производства, учитывая, что в одном случае следствие приостанавливается, а в другом, без каких-либо на то законных оснований, так сказать, оснований, причин, следствие продолжается в заочном режиме, и дело направляется в суд. Ну, иными словами, такой разнородный подход противоречит принципам правового государства, верховенства права, справедливости и равноправия.
Это то, что указано в преамбуле, в части 1 статьи 1 и части 2 статьи, часть 2 статьи 24 Конституции. Поскольку отсутствуют четкие критерии, закрепленные в процессуальном законе, определяющие, когда следует приостанавливать следствие, а когда завершить следствие и без обвиняемого с направлением дела в суд. Ну, как я уже говорил, имеется решение Конституционной палаты о том, что заочно можно вносить приговоры. Вместе с тем, с частью 6 статьи 96 установлено, что в случае устранения обстоятельств, указанных в части 2 данной статьи, приговор или определение суда, вынесенное заочно, по ходатайству осужденного или его адвоката, отменяется в апелляционном порядке. Судебное разбирательство в таком случае проводится в общем порядке. Это означает, что если осужденный явился, независимо от причины его отсутствия ранее, УПК предоставляет ему возможность полноценно отстаивать свои права и интересы. А судебное производство уже с его участием начинается заново с предоставлением ему всех процессуальных прав, в том числе участвовать во всех стадиях судебного процесса, предъявлять доказательства, заявлять ходатайство, обжаловать промежуточное судебное решение, в том числе обжаловать действия следователя, прокурора, совершенные во время досудебного производства. Такая регламентация в полной мере отвечает принципам заочного рассмотрения дел, принятого во многих странах мира, при которых соблюдаются как интересы правосудия, так и участников судебного разбирательства. В то же время УПК допускает рассмотрение заочного приговора как в апелляционной, так и в кассационной инстанциях. Так, согласно части 3 статьи 412, по рассмотрению дела в апелляционном порядке в отсутствие обвинения допускается в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 296 УПК. Согласно статье 441 УПК, суд кассационной инстанции вправе проверить производство по уголовному делу на предмет существенных нарушений норм материального и процессуального права. К существенным нарушениям процессуального права относятся основания, предусмотренные статьей 421 УПК. Одним из таких оснований является рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 296 УПК. В таком случае рассмотрение дела без участия обвиняемого не является основанием для отмены судебного акта. Такая законодательная оговорка прямо свидетельствует о том, что УПК допускает и заочное кассационное производство. Таким образом, если обвиняемый явится после того, как все процедуры обжалования и рассмотрения в вышестоящих инстанциях были исчерпаны без его участия, у него уже не будет возможности оспорить заочный приговор суда. Соответственно, значение заочного судебного акта, возможность его пересмотра с участием обвиняемого и представлением ему всех процессуальных норм, всех процессуальных прав, то есть обеспечение справедливого правосудия, станет невозможным. Принимая во внимание эти незыблемые требования Конституции и УПК к порядку осуществления правосудия, соблюдение принципов равноправия и состязательности сторон, предоставление всем участникам судебного разбирательства всех процессуальных возможностей и отстаивание своей позиции, считаю, что любой заочный судебный акт должен подлежать пересмотру в случае явки обвиняемого, независимо от времени и причин неявки. Отсутствие такой возможности в апелляционном и кассационном порядке приводит к нарушению конституционных прав и свобод человека на справедливое судебное разбирательство, восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, а также обеспечение равноправия и состязательности сторон в судопроизводстве. На основании изложенного и с учетом моего заявления, которое я подавал здесь в начале судебного заседания, я прошу признать статьи 243, 251, 253 и часть первого абзаца части 1 статьи 256, выраженных
текстом следователь после ознакомления с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения их ходатайств составляет обвинительный акт в той мере, что в них отсутствует обязательно нормативные положения, предусматривающие право следственных органов заочно предъявлять лицу вынесенное в отношении него постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления и направлять уголовное дело в суд с обвинительным актом в отношении обвиняемых заочно, а также части 2 статьи 403, часть 3 статьи 412, пункт 3 части 2 статьи 421, часть 6 296 статьи УПК, признать пункт 3 части 2 статьи 421, так, Уголовного кодекса Кыргызской Республики прошу признать неконституционными и не соответствующими преамбуле части 1 статьи 1, части 2 статьи 24, части 3 статьи 59, части 1 и 2 статьи 61, частям 2 и 3 статьи 100 Конституции Кыргызской Республики. То есть признать их. Прошу мое ходатайство полностью удовлетворить. У вас все.